Местная пресса набирает обороты. Хорошие газеты быстро треплются, но журналистский труд не пропадает даром, и многие люди находят в газетах то, что их волнует. Так что же больше всего заинтересовало людей в местных публикациях за минувшую неделю? Две пенсионерки купили «Правду Бурятии» и «Бурятию» и, не отходя от газетного киоска, принялись искать информацию о том, сохранятся ли льготы ветеранам труда при оплате за электроэнергию после повышения тарифов с 1 октября. Ну, например, я получаю 320. 30 отдам. За свет, за квартиру, за все. А мне продукты уже не вставляются. Мы уже обувь ничего не берем. Уже обноски носим чьи-то. Один хлеб? Нет, отменят 1 октября. Ну, если отменят, то мы будем уже стоять вот так с ручки. Потому что нам жить не на что. Правильно. Про местную власть. Что вас интересует конкретно? Конкретно меня вообще ничего не интересует. Насчет тепла буду искать статьи, заметки, что там делается. Студентка, которая купила Информполис и ВДВ, рассказала нам, что студенты живут весело, хотя стипендию не дают. В Информполисе она читает дачник, кроссворды, гороскоп, криминальные новости. За последнее время? Ну, вообще-то я Информполис уже недели 2 не покупала, но мне понравилась статья вот про горячую воду, было написано про наш, когда ее дадут, интересно. Ну, я работаю на заводе, на ЗНК, в котельной. Как там у вас? Ну, у нас это единственный завод, который более-менее держится сейчас на плаву. Деньги задерживают, конечно. Ну, задерживают на месяц, но, тем не менее, выплачивают регулярно. Наш собеседник обычно читает Информполис, «Все для вас» и «Правду Бурятии». Бывают интересные материалы, вот ВДВ. В последнее время стало местные события освещать, там, и Информполис тоже. А что-нибудь запомнилось? Ну, что запомнилось? Вот что у нас происходит тут, в основном вот эти молодежные какие-то форумы, там вот освещают они концерты всякие, вот знаменитости приезжают, там, вот это вот читаем. Из местных Информполис беру, дети, молодежку беру, у меня 2 сыновей, молодежку беру, все. А в последнее время там вам что запомнилось? Ой, даже конкретно не могу сказать, что запомнилось. Статьи о наших властях, так сказать, читаю с интересом. Частный предприниматель рассказал нам, что и в жизни коммерсантов не все гладко. Я не могу продать товар, если, скажем, у нас покупатель не получает зарплаты и не может купить. Владелец фирмы предпочитает читать Информполис. Ну, наиболее, скажем так, быстрые новости, где-то скандальные новости, где-то, скажем, то, что не совсем официоз, можно сказать. В общем, то, что интересно просто. Иногда интересно бывает заглянуть как бы по ту сторону, что ли, вот «Правда Бурятии», «Правда», поэтому именно. А вот за последнее время какие статьи вам запомнились? Ну, сейчас наиболее интересен скандал вот этот, скажем, с мэром города. Самый такой животрепещущий. Плюс это то, что наложилось на проблемы вот эти городские с отопительным сезоном. Поэтому интересно все. Как у вас-то отношение к этому всему? Ой, ну тут сложно говорить, как мое отношение, потому что я не думаю, что мы владеем всей информацией до конца. Владеет ли журналисты всей информацией о политическом закулисье? Неглупые читатели в этом сомневаются. На этом мы свой опрос завершили. А на этой неделе лидировали 2 темы – скандалы внутри властных структур и проблемы готовности города к зиме. Если первая тема интересует людей постольку-поскольку, то вторая гораздо ближе к телу. И те, кто не на словах, а на деле позаботится о горожанах и получит все козыри в руки. Марина Жамбалова, Михаил Неокладнов, Общественное телевидение Бурятии.